К сожалению, международная обстановка не вселяет оптимизма как с точки зрения глобальной безопасности, так и мировой экономики. Сегодня перед государствами Центральной Азии сохраняются традиционные вызовы и угрозы безопасности, появились их новые гибридные формы. В этой связи не могу не затронуть очень важный вопрос, который продолжает оказывать значительное влияние на региональную безопасность Центральной Азии. Я имею в виду ситуацию в Афганистане. К сожалению, ситуация там продолжает оставаться сложной и непредсказуемой. По нашему мнению, приход к власти талибов и сформированное им правительство – это суровая реальность, и нам необходимо выработать совместную линию поведения в данном направлении, в том числе приложить максимум усилий, чтобы соседний Афганистан встал на рельсы мирного и устойчивого развития. В данном контексте хотел бы отметить стремление Кыргызстана к тесному взаимодействию со странами региона Центральной Азии в данном направлении как на двусторонней основе, так и в рамках участия в международных и региональных диалоговых площадках. Хотел бы также сообщить вам, что мы поддерживаем контакты с правительством Афганистана по текущим вопросам двустороннего сотрудничества. Наше посольство там продолжает функционировать. В прошлом году мы доставили гуманитарный груз в Кабул и афганский Бадахшан. Провели ряд встреч с руководством Афганистана, в ходе которых мы выразили нашу обеспокоенность по ряду вопросов региональной безопасности и сотрудничества, а также важности в интересах народа Афганистана создания инклюзивного правительства. Надеюсь, что мы согласованно будем двигаться по афганской проблеме, активно взаимодействовать между собой, особенно с ООН и странами региона в целях обеспечения мира и стабильности в Афганистане, оказывать афганскому народу необходимую гуманитарную и экономическую помощь, содействовать его в борьбе с международным терроризмом, наркотиками и в вопросах обеспечения региональной безопасности и стабильности на принципах невмешательства во внутренние дела.